Это «Местное время» воскресенья. В студии Ирина Николаева. Здравствуйте. Прямо сейчас подведем итоги недели и вначале о главных темах выпуска. В республике продлен запрет на использование беспилотников. Такая мера безопасности, на взгляд экспертов, нам позволит обеспечить более высокую степень безопасности. Ограничение будет действовать до особого распоряжения. Чувашские строители с коллегами из разных регионов восстанавливают Мариуполь. Вот наша высотка. Здесь разрушения сильные были. Поменяли все окна разбитые, отопление, всю систему восстановили. В годовщину освобождения расскажем, как возрождается город. В Батыревском округе начнут выпускать чувашские чипсы. В 2022 году впервые попробовали вырастить чипсовый картофель. Он своеобразный, он не как продовольственный картофель. Опыт небольшой приобрели. Государство компенсирует часть затрат при создании нового производства. В Чебоксарах приступили к замене лифтов в многоэтажных домах. Срок службы лифтов 25 лет. А представляете, 1,5 срока уже работали. Изношенное оборудование планируют обновить в 18 высотках. Проверить ВИЧ-статус. Сегодня Всемирный день памяти жертв СПИДа. Эпидемия носит генерализованный характер, то есть инфекция распространена повсеместно. Бесплатно и анонимно обследоваться можно в республиканском центре. В Чувашии запретили использовать беспилотники в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Такое решение было принято на оперативном штабе. Запрет будет действовать до снятия режима базовой готовности в республике. Напомню, он был введен по указу президента страны прошлой осенью. Жителям региона нельзя запускать в небо квадрокоптеры без соответствующего разрешения, подчеркнули на оперштабе. Ранее запрет на полеты беспилотников был введен в Чувашии с 1 мая на время праздничных мероприятий. По словам Олега Николаева, такое решение показало свою эффективность. Еще тогда глава региона анонсировал, что запрет станет постоянным до особого распоряжения. Сами угрозы и риски от использования беспилотников на сегодняшний день они присутствуют. И многие регионы уже такое решение приняли на постоянной основе до особого распоряжения. Предлагается сегодня такой же подход обсудить, реализацию такого же подхода обсудить на территории Чувашской республики, потому что уже у нас по календарю значимых мероприятий запланировано достаточно большое количество мероприятий с участием большого количества людей. Ну и очевидно, вот такая мера безопасности на взгляд экспертов нам позволит обеспечить более высокую степень безопасности. На этой неделе в республике отменили режим повышенной готовности, который был введен в республике из-за угрозы распространения коронавируса. Чувашия жила в условиях ковидных ограничений 3 с небольшим года. Снять их позволило устойчивое снижение заболеваемости. В последние недели, по данным республиканских Минздрава и Роспотребнадзора, число вновь выявленных случаев в регионе уменьшилось чуть ли не втрое. По официальным данным, с начала пандемии коронавирусную инфекцию выявили у свыше 114 тысяч жителей Чувашии. Из них каждый 10-й несовершеннолетний. Больше 4700 человек не справились с болезнью. Сейчас для оказания помощи больным с ковидом оставили 50 коек в 3 больницах. Выработан коллективный иммунитет. Вакцинирован почти 81% населения от плана. Продолжают тестировать больных с подозрительными симптомами. Ранее в Чувашии уже были отменены ряд ограничений из-за пандемии, в том числе масочный режим, соблюдение социальной дистанции, запрет на работу общепита в ночное время, проведение массовых мероприятий. Несмотря на снятие режима повышенной готовности, в республике продолжат следить за эпидситуацией. 20 мая прошлого года было объявлено об освобождении Мариуполя. Бои в городе шли ожесточенные. 2/3 многоэтажных домов были повреждены или полностью разрушены. Однако уже к ноябрю в Мариуполе было восстановлено около 1000 квартир. Более 800 домов находилось в активной стадии стройки. За 3 года в городе на Азовском море планируется запустить 1600 объектов. Причем в жилых кварталах непременно должны появиться детсады, школы и больницы. В восстановлении Мариуполя принимают участие более 26 тысяч строителей со всей страны, в
в том числе и из Чувашии. 4 из 10 домов, на которых работали наши специалисты, уже готовы к сдаче. Это не сцены из блокбастеров, а реальные кадры, сделанные в Мариуполе еще в феврале. На них хорошо видно, какой ценой далось освобождение города. В результате обстрелов ВСУ пострадала значительная часть жилого сектора и объекты инфраструктуры. Нам предложили работать в начале сентября. Мы сразу, долго не думая, согласились. Приехали мы сюда небольшим коллективом. Я представитель фонда капремонта Чувашской республики, прораб и главный инженер ПТО. Посмотреть объекты. Это мы сюда первый раз приехали где-то 12 сентября. Изначально нам дали на реконструкцию 4 дома. Это прямо непосредственно, где мы сейчас находимся. Дома находятся в круговую нас. Дома были разрушены в результате бомбежек. Нам предложили эти дома восстановить, установить окна, восстановить разрушения, смонтировать отопление, горячую, холодную воду. Оборудование мы привозим, в основном все с Чувашской республики привозим. Оборудование, стройматериалы, люди. Объемы работы есть. На данный момент именно наша организация восстанавливает 8 жилых домов. Это у нас получается 7 панельных 9-этажек. 1 дом 14-этажный, кирпичный, и 1 старый дом. На сегодняшний день выполнено в порядке 70% уже. Всего в работах по восстановлению домов сейчас участвуют порядка 130 строителей, а на пике загруженности их численность достигала 400 человек. Каждый из них трудился, не покладая рук, чтобы быстрее завершить проект и передать дома жителям. Все работы выполнялись своими силами, оборудование и стройматериалы привозили из Чувашии, чтобы минимизировать расходы на закупку материалов. 95% был полностью разрушены. Дороги, дома, жилые кварталы, все было. Мы приехали, были в шоке, глаза всего болели. К вечеру начали чуть-чуть привыкать. На второй, третий день мы уже начали работать и все это освоилось. И когда люди приезжали, все тоже так же думали, что по телевизору показывают, не так все страшно. По факту все люди тоже ходили по 2 дня в шоке. Привыкаем, человек такой, привыкает ко всему. А сейчас город ожил. Казалось, на восстановление города потребуются десятилетия, но строителям удалось сделать, по сути, невозможное. Сталинка. И мы крышу восстановили, по разрушению поменяли, окна поменяли, отопление поменяли, холодную и горячую воду. Один из наших домов. Еще по мелочи осталось работать, добить. Наша высотка. Здесь разрушения не сильные были. Поменяли все окна разбитые, отопление, всю систему восстановили, кровлю починили. И там, где прилеты были, уже все, стены, плиты перекрытия восстановили, в этом доме. В доме тепло, вода, свет, газ, все есть в этом доме. Еще у нас дом, который был разрушен, 2 подъезда. Да, он 25-й. Сейчас ведем работы. Где люди живут, уже поменяли окна, систему отопления поменяли, водоснабжение сделали, электрику восстановили. Пока у них газа нет, хотя бы тепло есть, вода есть, свет есть. Было очень тяжелое положение, окна были все побитые, было очень холодно. Потом воды тоже не было. Сейчас, в настоящий момент, приехали к нам ребята, поставили нам окна, поменяли батареи, у нас стало тепло, все у нас хорошо. И батареи поставили, а тепло, отопление. Спасибо, Господи, дай, Господи, вам всем здоровья, удачи, помоги вам, Господи, в вашем трудном деле. Строители из Чувашии сейчас занимаются восстановлением 10 зданий. По словам главы республики Олега Николаева, сейчас 4 дома уже готовы к сдаче, и уже в этом месяце жильцы справят второе новоселье. Степень готовности на других объектах составляет свыше 60%. В региональном Минстрое уверяют, что ситуация находится на их постоянном контроле.
идет оформление документации, и уже в мае месяце они будут переданы полным жильцам. Еще по 4 мы ждем завершения окончания работ. Где-то в июне-июле месяце уже будет передача жильцам. Там уже идет покраска фасадов и так далее. И по 2 это август, максимум сентябрь, они будут полностью сданы. Сейчас совместно с коллегами из администрации Бердянского муниципального округа определяем точки соприкосновения, понимаем, готовим план реализации нашего соглашения о шефствовании над данным муниципальным образованием и будем приступать к строительным работам. Там есть вопросы водоснабжения, есть вопросы водоочистки, есть вопросы подготовки учебных заведений, как дошкольных, так и средних специальных учебных заведений к 1 сентября. Еще год назад мариупольцы вряд ли предполагали, что новую весну они будут встречать спокойно, прогуливаясь среди новостроек. Проект по восстановлению города стал большим шагом вперед и еще крепче соединил наши народы. Михаил Нагоркин, Александр Колесников, Вести Чебоксары. Чувашские чипсы начнут выпускать в Батыревском округе. Сейчас вовсю идет строительство цеха по глубокой переработке картофеля. Новое производство запускает сельхозкооператив «Лукагро». Кроме того, в хозяйстве завершили сев лука-севка. Его в районе выращивают не меньше половины от общего объема в стране. Причем упор делается на собственные семена. Чернушку для севка уже вырастили в Крыму. Совместную работу планируют наладить и в Узбекистане. Здесь высеяно порядка 20 миллионов семян на гектар. Вот эти, то, что вот такие флажок, она все отбросится. Лук-севок здесь посеяли больше месяца назад, еще в начале апреля. Сегодня растения особенно уязвимы, укрепляются корни и только затем появляются настоящие перья. Севок в кооперативе занял 50 гектаров, из которых 20 впервые засеяли собственной чернушкой. Данный семенной материал мы сами произвели в южных регионах в Крыму, в Бахчисарайском районе. Это для нас гордость, потому что мы испытываем проблемы по семенному материалу, потому что все завозится, в большей степени завозится с Европы. В хозяйстве также выращивают картофель, капусту и свеклу. Это вполне выгодная необходимость. Чтобы получить хороший урожай севка, здесь применяют севооборот и чередуют культуры. Так обогащается почва, а овощи из борщевого набора всегда на расхват. Сам севок реализуется почти во все регионы страны. Контракты на поставку заключают заранее, еще осенью. У чувашских аграриев есть возможность занять еще одну нишу – выращивать чернушку. Глава республики отметил, во время недавней поездки в Узбекистан стороны проявили интерес к совместной работе. Погодные условия там подходящие. В Узбекистане они готовы, на самом деле, нам отдать площади. Когда там одно дело то, что они сами делают, а другое дело там наладить совместное производство. Еще один проект, направленный на импортозамещение – производство чувашских чипсов. Цех по глубокой переработке картофеля возводится в деревне Старые Тойси. Его должны построить за полгода. Картофель будут использовать с собственных полей. Будет производить 100 килограммов готового продукта в час, 100 килограммов чипсов. Соответственно, ежемесячная мощность до 40 тонн чипсов. В 2022 году впервые попробовали вырастить чипсовый картофель. Он своеобразный, он не как продовольственный картофель. Опыт небольшой приобрели. Прошлый урожай картошки для чипсов, который даже хранится в особых условиях, уже распродан. В этом году в кооперативе планируют вырастить 1500 тонн специального сорта. Это будет полный цикл производства. Нарезка, приготовление во фритюрнице и фасовка продукции. Стоимость инвестпроекта более 60 миллионов рублей. Минсельхоз предоставит 30% субсидий на оборудование. Здесь планируют работать в 2 смены и трудоустроить 20 человек. Есть все возможности ко дню работника сельского хозяйства в этом году открыть уже производство чипсов. Это говорит о том, что мы в целом нашли, на мой взгляд, такие правильные форматы взаимодействия правительства и бизнеса, которые дают, на мой взгляд, как минимум очень хорошие промежуточные результаты. Ну и в целом это, конечно же, отразится и на доходах как бюджета, так и населения в части роста заработной платы. Всего в этом году на господдержку сельского хозяйства в республике предусмотрено более 5 миллиардов рублей. Ирина Николаева, Вадим Владимиров, Николай Скворцов, Вести, Чувашия.
Площади плантации хмеля за последние 5 лет в Чувашии увеличились на 20%. Сейчас под культуру, которая является визитной карточкой республики, отводится 122 гектара. Набранные темпы аграрии снижать не собираются. В этом году хмелеводы намерены разбить плантации зеленого золота еще на 14 гектарах. Это не монтажники-высотники, это хмелеводы-практиканты. Казалось бы, работа несложная, но крайне необходимая. Создать для быстрорастущих лиан комфортную опору высотой больше 3 метров. На плантациях аграрного университета за каждым участком закреплены студенты из агроотрядов. За один день они обычно успевают сделать навесы для хмеля на 1,5 гектарах. Работа несложная, заключается в том, чтобы подвязывать хмель, растить его, убирать сорняки. Следить, чтобы хмель рос хорошо и всякие неприятные травы убирать. И все, в принципе. Хмель его поливать не надо, он сам растет. Но это только на первый взгляд кажется, что все просто, когда небольшая лиана обвивает дачную беседку. Когда же речь идет о развитии сельхозотрасли, необходимо предусмотреть не только этапы посадки, но и уборки и хранения. Здесь на помощь также приходят университетские разработки. В их арсенале хмелепосадчик и мобильная хмелесушилка, окучник-разокучник и снегопах. Осенью планируют провести полевые испытания хмелеуборочного комбайна. Все плантации аграрного университета обслуживает и убирает своя техника. Вышка для навешивания поддержек хмеля. Это наша разработка. Мы ее выполняли в 2018 году по заявке в рамках тематического плана заданий Минсельхоза Российской Федерации. 3 года мы уже используем ее для навешивания, для ремонта шпалер. В принципе, надежная конструкция получилась, легкая, вписывается в требования правил дорожного движения. Также внимательно здесь стараются выполнять требования пивоваров и создают новые сорта хмеля, которые будут обладать смешанными характеристиками и по альфа-кислоте, и по аромату. По поручению главы республики Олега Николаева при аграрном университете был создан Центр компетенции Чувашия, Центр производства хмеля. Его главная задача не только увеличить площади под посадку зеленого золота, но и научно-исследовательская работа и производство посадочного материала высоких репродукций. На 2 гектарах опытных участков уже заложен новый маточник. Осваивают и технологию инвитро – процесс выращивания клона растения в пробирках. Инвитро, оздоровление посадочного материала. Мы действительно в этом вопросе с прошлого года начали заниматься. Подобрали сейчас питательные смеси. Соответственно, мы получили сейчас около 1000 штук этих растений. Думаем, что они приживутся и, возможно, мы будем высаживать их в питомник размножения. В прошлом году Центр компетенции первым в России освоил методику изучения основных биохимических показателей хмеля с помощью лабораторий с газовым хроматографом. Благодаря технике появилась возможность определять содержание альфа и бета-кислот, а также эфирных масел. Следующий этап – создать лабораторию, которая сможет подтвердить сортовую принадлежность хмеля с помощью ДНК-теста. Экономические санкции затронули и эту отрасль, так что интерес к чувашскому хмелю у производителей только растет. При сегодняшних темпах поддержки отрасли, в частности хмелеводства и вообще сельского хозяйства в целом, заниматься хмелем становится экономически целесообразно, и сроки окупаемости инвестиционных проектов в области хмелеводства снижаются с 15 до 6, 7, 8 лет. Востребованными при правильном подходе могут стать плантации хмеля и у агротуристов. Ведь у нас можно не только увидеть, как рождается пенный напиток, но и прикоснуться к тайнам зеленого золота Чувашии. Процесс самого технологии посева, сбора, продвижения, производства пива – это уже один из блоков сельского туризма, и это очень перспективно, потому что городские жители, даже жители из других регионов, сейчас идет направление на внутренний туризм. Это для такой республики сельскохозяйственной, солнечной, очень щедрой, мне кажется, очень актуально и перспективно. Я думаю, что все-таки Чувашия по своим климатическим, экономическим и исторически выращивающий хмель самая перспективная и, наверное, самая передовая в этом направлении. Светлана Позднякова, Екатерина Фомина, Виктор Степанов. Вести Чувашия. Заменить системы холодного и горячего водоснабжения, канализации, кровли, электрики. В Чебоксарах стартовала республиканская программа капитального ремонта многоквартирных домов. Большое внимание уделено обновлению лифтов. В планах в этом году модернизировать 59 подъемников. Работы по замене уже начались. На одном из объектов побывала наша съемочная группа.
Старые лифты – проблема масштабная, отмечает директор управления жилфондом столицы. Многие из них уже отслужили свой срок, но никак не могут уйти на пенсию. Благодаря поддержке главы республики, вот в этом году, с этого года уже фонд капитального ремонта Чувашской республики получает субсидии из республиканского бюджета, из местных бюджетов, муниципалитетов на ремонт и замену лифтов. По городу Чебоксары на сегодняшний день предусматривается замена 59 лифтов, из которых 50 уже законтрактовано. Один из них – многоквартирный дом по улице 139-й стрелковой дивизии. В следующем году он отметит свой 45-й юбилей. И вроде бы все хорошо. Недавно заменили пластиковые окна на этажах, обустроили двор. Перед подъездами постелили новый асфальт, рассказывают жильцы. А вот до лифта так и не добрались. Дом введен в эксплуатацию в 80-м году в июне, а срок службы лифтов 25 лет. А представляете, 1,5 срока уже работали. Лифт все-таки поддерживали в технически исправном состоянии, что позволило его эксплуатировать. Конечно, были остановки, но я не слышал, чтобы лифты сутками не работали. Кратковременную остановку вовремя исправляли. В программу капитального ремонта дом должен был войти только после 2030 года, но жильцы смогли сдвинуть этот срок, благодаря чему подъемник в доме тоже поменяют уже в этом году. Для того, чтобы перенести сроки, необходимо нам было провести ряд мероприятий. Первое – это, получается, протокол общего собрания собственников для переноса на более ранний. Процент сбора по требованию Минстроя – это не менее 95% сбора, то есть почти все жильцы дома платят вовремя за капитальный ремонт. Также необходимо было произвести техдокументацию, то есть выписки Государственной жилищной инспекции о том, что в данном доме на самом деле необходима замена лифтов. Также необходимо было экспертизу о необходимости. То есть мы все пункты выполнили. Александра Иванова живет на 6-м этаже. Рассказывает, подниматься домой, конечно, тяжело, тем более с маленьким ребенком. Но терпеть неудобства осталось недолго. Мы очень-очень ждем нового, красивого, удобного лифта. Лифт на начальном этапе замены. Сейчас происходит разбор лифта старого. А именно мы сейчас снимаем двери и устанавливаем новые. После этого будет второй этап, очень важный. Это замена кабины. Старую кабину мы спустим на 1-й этаж, разберем ее полностью, вынесем на улицу, соответственно, металлолом увезет управляющая компания, заберут, сдадут. После этого мы в обратном порядке соберем ее снова, прицепим на троса, и лифт снова будет ездить. По плану новенький лифт в этом доме появится только ближе к июлю, а пока жителям придется ходить пешком. Екатерина Данилова, Михаил Солин, Вести Чувашия. Мотосезон только начался, а на чебоксарских дорогах уже зарегистрированы серьезно дорожно-транспортные происшествия с участием мототехники. Чтобы не допустить беды, полицейские начали проводить тотальные проверки водителей двухколесного транспорта. К профилактическим мероприятиям присоединился и инспектор ДПС на патрульном мотоцикле. Подробности у наших коллег из пресс-службы МВД. С наступлением тепла на дорогах Чебоксар появились мотоциклисты. Не успел мотосезон начаться, как его первые жертвы пополнили печальную статистику. Только за несколько первых дней мая зарегистрировано уже 4 дорожные аварии с участием мототранспорта. 1 человек погиб, и 5 получили ранения различной степени тяжести. На этих кадрах видно, как водитель мотоцикла на огромной скорости влетает в легковой автомобиль, выезжающий с прилегающей территории. 38-летний байкер скончался на месте происшествия. Позже выяснилось, что водительского удостоверения он не получал. А на этих кадрах запечатлены последствия нетрезвой езды 28-летнего водителя мотоцикла «Хонда». На пешеходном переходе по Президентскому бульвару он сбил 17-летнюю девушку. Травму получил и его 16-летний пассажир. Мототехника считается опасным средством передвижения. Наша техника легкая, быстрая. Зачастую водители автомобилей не замечают нас. Еще раз прошу соблюдать скоростной режим, сбрасывать скорость, предотвратив или избежав ДТП. Этого 26-летнего молодого человека на мотоцикле «Сузуки» сотрудники госавтоинспекции города Чебоксары остановили на улице Пролетарской в минувшие выходные. Мототехникой он управлял без шлема, не имея соответствующей категории в водительском удостоверении. В страховку он также не был вписан. Да и двухколесный транспорт ему не принадлежит. Покататься ему дал товарищ. К
Кто знает, чем могла закончиться щедрость владельца мототехники для чебоксарца, если бы не полицейские. Чтобы не допустить беды, сотрудники госавтоинспекции начали проводить тотальные проверки двухколесного транспорта. В помощь стражам порядка на дорогах на службу заступил и патрульный мотоцикл ГИБДД. Патрульный мотоцикл будет использован для несения службы на участках автомобильных дорог, где возникает необходимость оперативно реагировать на складывающую обстановку, в том числе по прибытии к месту ДТП, преследование и остановка правонарушителей в условиях ограниченной пропускной способности, а также в местах систематического нарушения правил дорожного движения водителем мототехники. На чебоксарские дороги полицейский мотоциклист выезжает совместно с нарядом ДПС на легковом автомобиле. Такой парный патруль позволяет наиболее эффективно использовать мототехнику и последующее процессуальное оформление нарушений правил дорожного движения. Сегодня Международный день памяти жертв ВИЧ. В его преддверии врачи Центра по борьбе со СПИДом организовали лабораторное тестирование прямо на улице в центре Чебоксар. Врачи, волонтеры и сотрудники Красного Креста раздавали буклеты и памятки прохожим и предлагали желающим пройти экспресс-анализ на ВИЧ бесплатно, анонимно, за 1 минуту. Результат достоверный практически в 100% случаев. Если оказывается положительным, приглашаем к нам. Проводим еще ряд тестов, подтверждающих это в обязательном порядке. И после этого человек узнает точно свой ВИЧ-статус. Очень часто инфекция никак себя не проявляет. Иммунодефицит развивается постепенно. Но в это время можно заразить близкого человека. В обществе сейчас о СПИДе редко говорят. Но это не значит, что болезнь исчезла. Эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день, как в России, так и в нашей республике, она остается неблагополучной. За счет ежегодного роста числа новых случаев ВИЧ-инфекции, за счет активного полового пути распространения инфекции. И на сегодняшний день эпидемия носит генерализованный характер, то есть инфекция распространена повсеместно. Количество выявленных случаев ВИЧ-инфекции в России достигло 1,5 миллиона. В Чувашии за прошлый год зарегистрировано 296 новых инфицированных. А всего в республике с середины 90-х было подтверждено более 4000 ВИЧ-позитивных результатов. Все больные СПИДом получают лечение в республиканском центре. Если ты даже не болеешь, может быть, у тебя кто-то знакомый есть, и ты, наоборот, сможешь сегодня, точнее, получив ту информацию от специалистов, помочь своему знакомому о том, чтобы он не потерялся в этой жизни и дальше пытался жить, развиваться, создавать семью, рожать здоровых детей, что это реально. Сегодняшняя медицина доказывает, что это вполне возможно. Бесплатно и анонимно обследоваться можно в любой будний день в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом. Татьяна Иванова, Михаил Солин, Вести, Чувашия. В Чувашию приехали спортсмены и борцы из Донецкой Народной Республики. Эту и всю следующую неделю они проведут на тренировочных сборах на базе республиканских спортивных учреждений. 48 спортсменов от 12 до 17 лет прибыли в нашу республику по просьбе правительства ДНР. В связи с участившимися случаями обстрела ее территории со стороны ВСУ у ребят нет возможности регулярно тренироваться. Все учебные заведения там работают в режиме дистанционного обучения. В Чувашии хорошо развита школа борьбы, и наш регион протянул руку помощи донецким спортсменам и взял все организационные вопросы на себя. Самбисты, дзюдоисты и борцы вольного стиля разместились на базе спортивной школы Олимпийского резерва номер 7 имени Валерия Ерды. Тренировки до 30 мая будут проводиться на базе спортшкол номер 5 и номер 10. Такие сборы уже проходили в других регионах. Так, более 500 спортсменов из ДНР ранее посетили Ярославскую, Калужскую, Московскую, Пензенскую, Тульскую, Свердловскую области, Республику Дагестан и Северную Осетию. А сейчас короткой строкой о событиях, без которых картина недели была бы неполной. Первый в ПФО детский корпус ортопедического лечения может появиться в Чувашии. Порядка 120 маленьких пациентов с крайне сложной патологией позвоночника ежегодно оперируют в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах. А всего за все время работы здесь вылечили свыше 8000 ребят. Сейчас завершается оформление участка под строительство отдельного детского корпуса со своим операционным и реабилитационным комплексом. Чувашия и Узбекистан продолжают укреплять взаимоотношения
отношения. В центре «Мой бизнес» были подписаны соглашения о сотрудничестве. Узбекистан славится своей текстильной и швейной промышленностью. Учитывая санкционное давление на нашу страну, сотрудничество двух республик может выйти на более высокий уровень. И в Чувашию могут прийти центральноазиатские бренды. Меморандум подразумевает взаимодействие и помощь в поиске партнеров, поставке сырья и пошиве изделий. В новоюжном районе Чебоксар за один день сразу в нескольких местах прорвало трубопровод. На Пролетарской улице из-под земли забил настоящий гейзер. Чтобы добраться до своих квартир, людям приходилось по колено заходить в воду. А по проспекту тракторостроителей взмыл фонтан высотой с 9-этажный дом. Как объяснили в столичном управлении ЖКХ, в городе проходят гидравлические испытания сетей. Из-за повышения давления труба не выдержала и треснула. Испытания пока не завершились. Они проводятся каждую весну для выявления уязвимых мест трубопроводов перед следующим отопительным сезоном. Сегодня вечером в Волга-опере завершится 4-й фестиваль оперетты. Он получился одним из самых необычных за последнее время. Помимо собственной громкой премьеры нашего театра оперы и балета, зрители увидели и целый каскад постановок гостей Новоуральского театра музыки, драмы и комедии. А стартовал фестиваль с премьеры оперетты Имры Кальмана «Фиалка Монмартра». Поставила ее режиссер из Санкт-Петербурга Ирина Гаудасинская. Она уже знакома чебоксарскому зрителю по опере «Сурский рубеж». Над нашумевшей постановкой она также работала совместно с художником Елисеем Шепелевым. Сейчас получился спектакль иной по настроению и сюжету. Это легкая, незамысловатая музыкальная история про 3 друзей, живущих на Монмартре. Волга-опера на своей сцене представила еще одну оперетту «Мистер Икс». Гости из Новоуральска, Свердловской области привезли 5 постановок, особенно любимых зрителями. 18 мая они показали нашей публике исторический мюзикл «Ледяной дворец» по мотивам одноименного романа Ивана Лажечникова. Это самый масштабный спектакль в Новоуральском театре. Там задействовано около 100 человек, более 200 костюмов. Понадобилось несколько фур, чтобы доставить все это в Чебоксары. Также приезжие артисты продемонстрировали музыкальные сказки «Серебряные копытцы» и «Снегурочка», мюзикл «Книга джунглей» и комедию «Сорочинская ярмарка». Завершится праздник музыки сегодня гала-концертом, который был подготовлен совместно 2 театрами. Такой запомнится эта неделя. Следите за событиями республики вместе с нами. Я желаю вам хорошего дня и до свидания.